Всем добрый вечер, дорогие друзья. У нас слякоть. Вон, топаю. Видите, какая слякоть везде, лужи. Вот у нас как светится курятник, птичник. Там кабаны. Я еще, кстати, не кормил их. У меня, кстати, микрофон сломался что-то. Не могу его починить. Как починю, обязательно буду с микрофончиком везде ходить. Как до этого все было. Что-то у меня он расстроился и не могу его никак настроить. В общем, все настройки сделал, все закрепил, но что-то не получается, все равно не работает. Не пойму, в чем дело. Как разберусь, обязательно буду все в микрофоне снимать. Луйка у нас сидит у братиша, еще не повязана. Она пристает к нему, он не реагирует на нее. Когда она начинает, он начинает к ней приставать, она начинает его прессовать жестко. Вот, не успел заснять сегодня, но очень жестко она его прессует. Сейчас пойду к Веге, купил я 5-6 литров молока. Те закончились, вторая партия. И всем понравилось видео с лордом, смотрю, положительные эмоции. Попросили всех питомцев так отснять. Но у нас, в принципе, много уже отснято так питомцев, вам просто пролистать надо. Но вот, я думаю, следующая на очереди Монечка. Можно Монику отснять, потому что у нее было 6 на 7. Ну, в общем, она 7 января, прям в Рождество была рождена. Это также от Веги и Синая, которые у нас сейчас там щенки. И ее можно показать, рассказать о ней. Сейчас пойду к Веге, посмотрю щенков. И думаю, буду мыть вольеры сейчас эти все. Пока тепло у нас. Вчера мыл их, сегодня помоем. И поставлю ловушки всех на крыс. Что-то я приболел. Думал, в лес буду сейчас гонять. Но не получается в лес ездить. Сейчас пройдет этот весь насморк, простуда. Приболел, пока начал этим всем слякоть заниматься. Вроде бы тепло-тепло, а потом раз где-то ветерок и приболел. Ну ладно, пойдем сейчас. Это у нас Пышка. Пышка медвежонок. Медвежонок. Все, посмотрите, защищает. Он полез уже. Вот последний у нас вольер, который нужно мыть. Уже его помыл. Вон какая красотка. Вчера ее вычесывал. Надо еще ее пару раз повычесывать, чтобы вообще приобрела вид красивый. То была вся облезшая, у братиша не мог ее там вычесывать, перегонять. Да, Тайгусик? Вот она, красота какая. Слушайте, акула потемнее ее. Я бы сказал, намного, в 2 раза, наверное. У нее такое палево бело-серый окрас. Да, белая грудка вся. Смотрите, какая машина идет. Мощь. В вольере вообще огромная, кажется. Тайгусик. Красота. Каких здоровяков. Всех переростков. Кобели все переростки. Да? Да? Тайгусик. Всем привет! Это рубрика питомцев. Кто где у нас и кто какой питомец. В общем, прошлое видео, как сказал, всем понравилось. Очень много положительных комментариев было. На счету у нас Монечка. Ее мы пропустили. День рождения, скажу, не праздновали, да, нашей Монечки. Это у нас от Веги и Синая. Так получилось, но все равно в день рождения я ей самый смачный кусок дал. Сейчас мы померяем в холке ее. История такова. Вега родила 4 щенков, 2 погибло, 2 остались живых. 1 мамба, 1 Моника. Вот Моника, и есть у нас еще мамба, она под Челябинском находится. Мамба повыше на ногах, на сантиметров, мне кажется, 10. Очень высокая, рослая, крупная. Эта девочка у нас миниатюрная. Ну, стандарт западно-сибирской лайки, вот она, кстати. Вот, но я ее для чего оставлял? В принципе, она по ростовым показателям мне для моей селекции, да, она не подходила вообще никак. Но так как в охотничьи руки я ее не мог продать, почему? Потому что у нее было очень много волчьей крови, она всего боялась, она, да, была дерзкая, да, она какая, ну, среди зверей она была прям лидер.
Но насчет людей, она такая была боязгливая, ей ничего, как бы, все, люди для нее это все, как бы, запрет, ей ничего не нравилось, общение с людьми не очень нравилось, но потом со временем, на самом деле, вот сделал тоже такой эксперимент, я оставил себе вот эту самочку, она прям вообще забитая, вот по всем параметрам, которого нельзя оставлять щенка. Когда я очень много смотрел, вот якобы эксперты там, лаечники, кто там рассказывает, как выбирать щенка, как его оставлять. Вот, еще один пример. Была забитая, к рукам не подходила, боялась. Самая вообще последнюю очередь ко мне в руки подошла спустя время. Все время ее хватал. Здесь я ее ложил, она по полу ползала, в углы шарахалась. Ну, вот настоящий маленький волчонок была. Но взял ее, не поверите, с 3 или 4 месяцев начала показывать уже результаты. В лесу ходить начала. Очень хорошо в маленьком возрасте, не под ногами ничего. Поначалу, да, под ножками была малышка. А потом она, сейчас, кстати, тоже она на возврате постоянно, но она из-за самок на возврате, не из-за того, что когда ее одну берешь, она хорошо себя показывает. Вот, уже лося показывала, на кабана вообще молчу, пристрастие к кабану у нее бешеное. Прям она, вот кабан, это все. Сейчас ее отсадила, она течет, молодая, год, нельзя вязать еще. Вон, нюх у нее отменный, выносливость отменная. То, что она вот такая самая маленькая из всех, это, ну, вообще ничего страшного. Я ее очень люблю. Она у нас стала юной чемпионкой мира. Там из 60 и 70 собак в Бесте она победила. Первая стала, ну, примерно, я не помню, но мне такую информацию передали. И среди 8 своих валендов она стала первой по юниорам. Вот и все. Вот она у нас победительница мира, юная чемпионка мира стала на онлайн-выставке. Вот, на онлайн-выставке проще, потому что с любых стран могут участвовать. Если мы на стационарную везем, там вот, ну, не очень много народу, очень тяжело вот собрать действительно народ. Это не так просто, вот как вы думаете. Представляете, надо потратить деньги на билеты человеку, прилететь, оплатить за собаку, взнос заплатить за выставку, там за 3 выставки, которые были, это, ну, огромные деньги, выставки на самом деле, поэтому не у всех есть такие возможности. Вот, но на онлайн выставке практически у всех есть такие возможности, и вот я решил поучаствовать там, где много народу, где есть конкуренция, и вот она чемпионка, юная чемпионка мира. Монечка, мы тебя поздравляем, красотка. В лесу уже сказал, вот кабан, это вот number one для нее. Это все, у нее башню срывает, чуть что кабан, она вот первая по кабану, по лосю облаивает, все хорошо, но идет на возврат пока что. Но она молодая, все мы знаем, что вообще по лосю, по хорошему чистокровную лайку от 1,5 года начинают. Ну вот валенда, они у меня раньше, вот 7 месяцев я уже таскал их, ну что поделать, что попадалось в лесу, то и облаивали. Сейчас померяем холки ее. Я постараюсь найти, кстати, кадры, где она была маленькая, какой она была. Она прям вот куколка. Она вот куколка. И по внешним данным куколкам. Но вот все-таки труд, вот все пересилил труд, как говорится, все перетрут. Поэтому была с ней большая работа проделана. К чужому, естественно, она не подойдет в лесу, не залезет в машину, это 100%. У нее такое волчье, больше всего это у нее ярко выражено. И есть у нас вот вольник и лорд. Вот 3, которые прям вот у них выражено. Это волчья кровь. Вот если взять там алитку, ну, есть, но вот кто вот лайк держит, вот когда алитку берем на охоту, они говорят, блин, это, ну, какая-то вообще другая собака, это вообще не собака, это непонятно, что это, короче, что это за смесь такая бурная. Вот поэтому, вот как человек, в общем, шкуре, да? Вот она забилась, волчонок наш, и сидит. Ты что такая? На руках чаще надо тебя носить. Смотрите на нее. Ух ты, как кусается. Смотри, какая девочка злюка. Манюнька. Короче, в этом году у нас родились
вот ее однопотомки, однопометники, одни родители. Вот у нас щенкам уже 2 недельки, 13 дней, то есть. И вот у нас 3 мальчика родилось и 1 девочка, как вы вот видели. Сейчас померим холки, посмотрим на тебя, да? Ну давай. Так, надо тебе, наверное, ринговку какую-нибудь, да, взять. Вот у нас ринговочка лежит, чтобы ты у нас вот так вот, умочка. Умочка, давай посмотрим, у нас идет что-то, съемка. Так, съемка идет. Пойдем. Так, стоять. Вот тебя будет сложнее всего, наверное, померить. Ты у нас стрекоза, наверное. Иди сюда, иди сюда. Пойдем, пойдем, встань, иди, моя девочка, иди сюда, стоп. На, вот так, стоп, стоп, не бойся, не бойся. Вот так, мы, наверное, тебя не померим. Слушайте, у меня только от 60, но, в принципе, не знаю, как вам. В прошлый раз смотрел, когда лорда мерил. Вот видите, что, стрекоза. Стрекоза. Но, в общем, спина где-то 58, чуть ниже 60. Так. Так, встала на ножку. Так. Вот. Опускаем. Все, дай. Так, ну, дорогие друзья, где-то 58 холки. Идеал стандарта западно-сибирской лайки. 58 сантиметров. Так, вот видите, риска 60. Вот она, 60. И 2 сантиметра ниже где-то 58. Монечка у нас 58 холки. Сейчас я покажу ее. Чтобы поближе вы видели, вот она очертания, где я тут пальцем показывал. Вот 60, и вот она где-то вот так вот была. Вот 50, ну вот как раз 2 сантиметра. Ну вот она где-то 58, ну максимум 59, ну не ниже. Девчонки, конечно, отличаются от пацанов. Эти более любвеобильные, более привязанные. Вот чтобы полежала, одна по себе не может она. Постоянно к ногам тянется, ластится. Хочется обниматься, целоваться. Сейчас я попробую как-нибудь ее поснимать. Вот она. Кнопочка. А сестренка ее получается почти на 10 сантиметров выше. Но она изначально была, сестренка, выше на ногах намного, длиннолапая такая была. А это такая коротышечка была. Ну вот я ее оставил из-за того, что вот в ней много волчьего было. Это видно было. И я думал, что если она попадет охотнику, чтобы потом охотник не плювался и не говорил, что собака там не работает. Очки. Собака типа не работает. Много волка, как бы. Чтобы такого не было, оставил ее себе для эксперимента. И я вам скажу, что все-таки зависит очень многое от хозяевов, как они себя ведут, как с собакой социализируют, что они делают. Потому что я не скажу, что я уделял прям капец сколько времени, что 24 с ней на 7 спал. Нет, такого не было. А если было, то вообще было бы у нас с ней другие отношения. И так как бы отношения очень такие хорошие. А если бы еще и, вот как, знаете, выкармливают щенков, спят с ними, едят с ними, все делают, то вообще бы это было все бы по-другому. Ну вот она, такая у нас кнопочка, и в лесу себя хорошо показывает, и получила оценку, и стала юной чемпионкой мира. Вообще я не ожидал, если честно. Поэтому она как бы себя проявила во всей красе. Поэтому все факторы, которые там по выбору щенков, все это я опровергаю и скажу так. Берите того щенка, кто вам просто понравился, если вам так заводчик может продать. Ну или прислушивайтесь к заводчику, который вам сам может подсказать, какой вам щенок нужен. А все остальное это все ерунда. Я уже вот сколько у нас щенков было. У меня только в этом году 8 было щенков. Поэтому я могу об этом говорить. Эксперименты уже проведены, что по лорду, что по вот Монике, что по остальным. Также у нас Алу оставалось. Я вот с Петром Николаевичем Акуловским общался. Это вот кто почти 60 лет селекцией занимается по западно-сибирским лайкам. Он вообще мне сказал, я оставляю того себе, кого не забрали. Вот, кого оставили, кого не забрали. Эй, ты что там схватила? Вот, типа самого зачуханного, как он мне сказал.
Вот, и вот так вот, ему все равно. Он говорит, потому что для меня все одинаковые они. Вот, они у меня все, вот настолько уверен в своей селекционной работе, что, говорит, мне без разницы, кого оставлять, они все хороши будут. Вот, тут уже будет зависеть от хозяина, как что. Поэтому такие дела. Все это ерунда по выбору щенка, что вот говорят. Это все самое важное, чтобы были генетические по крови сильные родители. Это экстерьер, это рабочие качества, чтобы все в лесу работали. Это тоже очень важно. Вот, если поэтому и делают вот эти испытания, выставки. Это же не просто так делать, чтобы пустить в племенную работу собаку. Неважно, там питбуль она или еще что-то. А если так вязать, без регалий, без всего, просто вот на авось, как бы, ну, ничего хорошего с этого не выйдет. Вот у нас даже взять Умку пример, да, есть. Поехал я в Карелию, очень далеко. Хозяин мне не сказал, что Умка имбридирован, у него 25% имбридинга стоит. Это очень высокий, это как брат-сестра, там отец, дочка и тому подобное. Это очень плохо. И я об этом только узнал через генетический тест, за который заплатили там $200. Поэтому вот чтобы такого не было, да, надо обязательно всю прослеживать родословную. Ну, я как бы поверил на слово этому человеку, но оказывается, на слово в наше время верить нельзя. Вот, поэтому, в принципе, такие дела. Поэтому у нас Умка вообще ни в какую не должен идти в селекцию. И вообще он у нас, мне кажется, вообще будет бесплодным. Потому что имбридинг такого близкого родства дает бесплодие в 90% случаев. Эй, ты что мне бардачишь здесь? А? Ты что бардачишь здесь? Дай сюда. Вот что за тобой убирать теперь? Ты, Моника, лисичка. Эй, скучают. Скажи, все хотят внимания, да? Нету времени всем внимание уделять. Вот у нас, кстати, Daily Dog, кормом, который кормим, посмотрите. Для взрослых собак крупных пород с индейкой и рисом. Вот, с удовольствием. Вот сегодня, кстати, тоже покормил их опять этим кормом. У нас осталось вон 3 мешка. Так, где у нас мусор? Кто тебе разрешал сюда вот влезть? А? Монечка, дай я тебе сфотку. Ты когда на будке сидишь, такая красотка. Че я тебе вид сверху снимаю? Вот она, волчичка какая. Красотка. На тебе еще. Завыли, зовут тебя. Скажут, куда дел Монику? Монечка у нас здесь. Вот, полюбуйтесь, в общем, ей. Кто-то, кстати, про розовый нос пишет. Ну, редко, но встречается, кто-то замечает, что вот многим розовый нос не нравится, и якобы это брак. Но это не брак, во-первых. Во-вторых, в западно-сибирской лайке и в стандарте породы Валенда это даже не недостаток, это норма. Здесь никакого недостатка и брака тем более нету. Это недостаток есть в восточно-сибирской лайке по стандарту породы. Восточно-сибирской. И то недостаток, но никак не брак. А здесь не пишут, вот розовый нос, брак там. Ну, люди от незнаний, конечно, много чего могут писать. Как мне сказал Петр Николаевич Куйловский, это дылье. И у них должны у собак быть чисто розовые носы. Не может быть у западно-сибирской лайки, у Валенда, у белого есть только палевого окраса. Палевый может, а вот чисто белый, как альбиносы их еще называют, не может он быть с черным носом априори. И я вообще наслаждаюсь то, что вот у них такие розовенькие носики. Мне это нравится вообще. Не знаю, что за стереотип у людей. Да, посмотри, какая ты вот баки у него, хорошо одета. Глаза просто вот янтарные у тебя. Да? Монечка. Монечка. Красоточка.
похоже на мать свою Вегу. Да, Моник? Что-то не фокусируется. Раскромсала мне все, да, и побросала. Доедать кто будет? В общем, прощай, курочка. Уже бесполезно ее лечить. Уже совсем на ногах не ходит. Кто из вас ловит волчары? Погнали.